Хиджра — это переселение из земли ширка в землю ислама. Вообще же хиджра в более широком смысле имеет три вида. Три вида хиджры. Первое — это то, о чем говорит автор. Это переселение из страны неверия, из страны многобожия в страну исляма. Вот эта хиджра останется до судного часа. Вернее, до самого преддверия судного часа. Это первый вид хиджры. Второй вид хиджры — оставление того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Оставление грехов. Хиджра. Хиджра вообще что такое? Оставление чего-то. Что такое оставление грехов? Это хиджра. Пророк назвал это хиджрой. Это обязательно, это необходимо. И вот эта хиджра, второй ее вид, тоже будет продолжаться до преддверия судного часа. И третий вид хиджры — это переселение из Мекки в Медину. Переселение из Мекки в Медину. Вот этот вид хиджры, он прекратил свое существование, когда состоялся аль-Фатх в 8 году хиджры, после овладения мусульманами Меккой. Этот вид хиджры прекратился. Пророк ﷺ указал на это, сказав: «Ля хиджрата ба'д аль-Фатх». Нет хиджры после победы, после аль-Фатха, то есть взятия Мекки. Хиджра в значении отказа, оставления того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Хиджра того, что запретил Аллах, подразумевает, братья, совершение хиджры в значении оставления деяний запретных. Тех людей, бывает хиджра в отношении людей, которые совершают грехи. Хорошо? Смотря какой грех. Потому что может быть это вообще полное отречение от этих людей, а может быть хиджра в значении какое-то игнорирование ими, какое-то наказание, хорошо, им в виде игнорирования. Для чего? Если это исправит их. Как Пророк ﷺ сделал хиджру или сделал хаджр в отношении 3 людей, которые, как вы помните, 3 из сподвижников, они задержались и не вышли в поход вместе с Пророком, алейхиссалату вассалям, и потом был вот этот бойкот, хорошо, в отношении этих людей. То есть может быть хиджра в отношении тех, кто совершает теперь запретное, может быть, там есть свои условия, как это делается, свои правила, это отдельный разговор. Дальше, хиджра в отношении места, где совершается грех. Оставление места, где совершается грех, совершается порицаемо. И хиджра в отношении времени. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, когда один человек дал обет зарезать животное, зарезать верблюдов в одном месте, которое называлось Буана, пророк спросил его сначала, есть ли там идол, был ли там когда-то идол язычников. Ему сказали нет. Потом спросил пророк, а какое-то празднество они устраивали там, то есть собирались в этом месте мушрики? Люди сказали нет. Пророк ему сказал: хорошо, тогда выполняй обет. То есть место, где совершается ширк или совершается какой-то грех, в отношении него совершается что? Хиджра. То есть избегание, оставление этого места. И касается времени тоже. Мы говорили с вами, что мы избегаем и тех дат или тех дней, в которые они, то есть многобожники, совершают свои какие-то обряды религиозные. Тоже хаджр. Подразумевает таким образом хиджра грехов, хиджра того, что запретил Аллах, помимо прочего, что нельзя сидеть в тех местах, находиться и сидеть в тех местах, где совершается мункар, где совершается что-то порицаемое. Нельзя находиться там, нельзя сидеть. Есть какие-то запретные развлечения, или тем более, если есть ширк и так далее. Это запрещено Всевышним. Необходимо избегать. Человек может находиться там только в том случае, если он пришел туда для порицания этого, и для того, чтобы остановить это. Для объяснения людям недопустимости этого, порицания этого мункара, этого скверного деяния. Автор говорит, она является обязательным предписанием для этой общины. Фарида, фард, хиджра останется обязательным предписанием для этой общины. Переселение, говорит он, будет продолжаться, останется действительным до того, как наступит судный час, то есть до преддверия судного часа.